Господин жених, госпожа невеста, добро пожаловать. Пожалуйста, не позорь меня. Дорогие гости, добро пожаловать. Подождите, пожалуйста. Пожалуйста. Знаю, вы хотите как можно быстрее посмотреть бракосочетание, но я должна сказать пару слов, иначе не смогу расслабиться. Вы знаете, мы решили все это скоропостижно. Свадьба состоялась очень быстро. Как мой сын и сказал ранее, настоящая свадьба будет летом. Я также хотела напомнить о тех, кого сейчас рядом с нами нет. Вы знаете, отец нашей невесты Джиляль, мы были однокурсниками в университете. Если бы он тоже был рядом с нами, если бы он был с нами, чтобы стать свидетелем счастливого дня своей дочери и моего сына. Но это судьба. Мы потеряли его в результате аварии. Пусть покоится с миром. Ферит, останови это. Мама, выключи это. Садись на место, наслаждайся бракосочетанием, Ферит. Мы с тобой об этом поговорим позже, хорошо? Я правда не знал, тетя Хандан. Прошу прощения. Продолжим. Этот вечер ты не сможешь никогда забыть, Хандан. Вы, уважаемая госпожа Есимин Чакыр, не находясь ни под чьим давлением, согласны ли вы выйти замуж за уважаемого господина Ферита Карахана? Да. Вы, уважаемый Ферит Карахан, не находясь ни под чьим давлением, согласны ли вы жениться на уважаемой госпоже Есимин Чакыр? Да. А вы, как я понял, свидетели? Да. Властью, которая была предоставлена мне, объявляю вас мужем и женой. Прошу, господа. Поздравляю.
Как вас зовут? Суде Караджа. Следите за светом, пожалуйста. Сегодня какой день? Среда. Сколько вам лет? Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос. Госпожа доктор, как мой ребенок? Все хорошо? Все в порядке, не волнуйтесь. Вы уверены, что у меня не было выкидыша? Вы ведь не лжете, чтобы я не расстраивалась? Нет, ваша беременность протекает хорошо, госпожа Суде. Сегодня вы останетесь здесь. Завтра мы выпишем вас. Пожалуйста, никому не сообщайте о моем состоянии, хорошо? Мы и так не имеем на это права. Хорошего отдыха. Доктор, госпожа Суде пришла в себя? Да. Я могу ее увидеть? Она должна отдохнуть. Пожалуйста, не беспокойте. Хандаан, пожалуйста, подойдите. Вместе сфотографируемся. Мама, я не буду с ней фотографироваться. Я тоже. Дети правы. Это уже слишком. Пожалуйста, идемте. Не обязательно, чтобы была мама. Достаточно того, чтобы у вас остались воспоминания с дочерью. Мама, позволишь? Хандан, как не стыдно. Нужно было хотя бы что-нибудь подарить. Моя голова. Моя голова. Щуко. Щуко, они хотели меня убить, хотели посягнуть на мою жизнь. Пожалуйста, не напрягайся. Доктора сказали, чтобы ты отдохнул. Я подобрал по дороге одну женщину и ребенка. Они в порядке, Щуко? Яшар, не нужно лгать. Я говорю правду. Я хотел просто помочь дочке и ее Айтен матери. мне все рассказала. Не нужно лгать, Яшар, иначе будет плохо. Хорошо. Как они? Моя дочь жива? Хвала Аллаху. Айтен рядом. Я тоже недавно была у них. И... А мама? Ya göz göre göre öldürdüler kadıncağızı. Resmen suikast yaptılar, frenleri patlatmışlar. Anlamam mı ben ya? Biri frenleri patlatmış. Я хочу увидеть дочку. Ишар, тебе нельзя. Я тебе говорю, что тебе нельзя ходить. Ишар, идем, давай. Давай. Госпожа Суде, пусть останется в прошлом. Это тебя наняли в качестве сиделки. Я переживала за вас. Я уверена, что ты так переживала. Это Мехмед сказал, чтобы ты сидела со мной. Госпожа Суде, господина Мехмеда взяли под арест. Вы можете дать показания? Я могу позвать. Эй, Юль, выйди. Я не хочу никого видеть. Выходи. Асья? Будь ты проклят! Почему ты жив? Почему ты не умер? Пусть Аллах накажет тебя. Айтен, стой, пожалуйста, успокойся. Они хотели меня убить, хотели посягнуть на мою жизнь.
Пусть Аллах тебя накажет. Дай, Аллах, ты проживешь то же самое, что заставил прожить и нас. Я тебе говорю, что подрезали тормоза. Ты не понимаешь, они хотели убить меня. Я пойду в полицию и не оставлю это дело. Они хотели убить меня. Что значит твоя жизнь? Кому нужна твоя никчемная жизнь? Ты убил мою сестру. Убил мою сестру. Забрал мою сестру. Асия, Асия. Пожалуйста, открой глаза, доченька, пожалуйста. Асия. Доченька, пожалуйста, открой глаза. Açmışsın. Если откроешь глаза, я куплю тебе сладостей. Сколько захочешь. Шукран, я должна заниматься похоронами своей сестры. Мне не на кого оставить Асью. Я могу доверить ее тебе. Айтен, не переживай. Я буду присматривать за ней. Отныне я тоже ее мать. Какое у тебя золотое сердце. Будь другой на твоем месте. Не знаю, что бы сказал. Не хотела бы нас видеть. Пусть Аллах будет доволен тобой. Больше ты ничего не сделаешь в этом доме, что расстроит Есемина. Особенно ты не будешь постоянно напоминать ей об отце. Мне стыдно за тебя. Сынок, я дала тебе то, что ты хотел. Цени это. Кстати, я не буду у тебя спрашивать, как себя вести. Что тебе сказала Чинар? Пытался расстроить меня, на этом все. Судя по твоему лицу, у него это получилось. Gözüküyordu. Что он сказал? Он сказал, что передает привет от Айшеку Чукефе. Знают. Они ничего не знают. Они всего лишь проверяют нас. Если мы будем стоять стойко, они ничего не смогут найти. Знают, они следят за этим. Не смей ничего говорить, Есемин. Ты понял меня? Она точно попытается что-то узнать. Мы не можем доверять ей, Ферит. Мы одна семья, мы сегодня только поженились. Что значит нельзя доверять? Мы оба знаем, каким путем вы поженились, не так ли? Если ты дашь ей козырь, то больше не сможешь держать ее рядом. Поэтому будь собой. Не смей проговориться. Ты понял меня? Я понял. Оставила свою дочь этим людям и пришла, мама. Мне совсем не по душе. Она сама захотела, дочка. Как ты могла помешать этому? Ты правда веришь в эту историю про месть, мама? Ради Аллаха. Нет. У меня тоже в голове не укладывается, но ничего сделать не можем. Самое плохое это, ничего не можем сделать.
Ты еще не готовилась, любимая? Может, немного поторопимся? Не глупи, Ферит. Я никуда не иду. Нечего праздновать. Это наша первая ночь. Я хочу, чтобы она была особенной. Я забронировал ужин на двоих, потом номер для молодоженов. Я думаю, мы оба заслуживаем это. Какой номер для молодожен? Какое празднование ради Аллаха? Я просто хочу заснуть и забыть этот кошмар. Больше ничего. Я не лягу с тобой в одну кровать, Ферит. Забудь об этом. Хорошо. Пока ты не хочешь, ничего не будет, Есимин. Я не буду тебя заставлять. Даже не думай. Я хочу только одного. Чтобы ты снова влюбилась в меня. Я не твоя жена, Ферит. Ты знаешь ведь? Я твоя пленница. Заключенная. Не жди, что я забуду, хорошо? Ты ложись здесь. Как я выйду, если хочешь, запри дверь. Я посплю в гостиной. Спокойной ночи, любимая. Женушка. Я буду ждать, любимая. Подожду. Я не спешу. Дочка, доброе Папа? утро. Доброе утро. Идем, папа. Можно я сегодня не пойду в школу, а ты на работу? Посидим весь день дома. Нельзя? Потому что я только так смогу стереть воспоминания за решеткой. Было бы шикарно, но у меня столько дел. Ты к суда пойдешь? И это тоже, да. Папа, ты и так из-за нее сидел за решеткой. Но благодаря ее показаниям я на воле, дочка. Если бы она сказала, что ее толкнул Мехмед, я был бы в тюрьме. Она сделала то, что должна была, папа. Это справедливость. Мы уже радуемся тому, что люди не врут. Ты посмотри на это. Давай я тебя отвезу в школу. Не надо. Ты решай свои дела. Хорошо. Как отношения с Рюзгаром? Я заезжаю в тоннель. Связь может пропасть. Извини, тебе легкой работы. Доброе утро. Как ты, в порядке? Вчера ночью я с таким трудом держался, чтобы не напасть на этого пса Ферита. Они заплатят за это, сынок.
Эти дни придут, не переживай. Ты должен был видеть лицо Емель, когда она услышала имя Айше Кичукафе. Эмиль связана с ее пропажей. Я уверен в этом. И я так думаю. Нет, клянусь, я не могу привыкнуть к отсутствию сестры. Посмотрите, как тихо дома. Интересно, что она там делает? Если вы так делаете, как этой женщине выдержать? Не делайте так. Соберитесь, давайте, давайте. Мы вынуждены, дети. Мы вынуждены привыкнуть к этому. Как бы нам не хотелось принимать это. Ваша сестра вышла замуж и живет теперь в другом доме. Но не в обычном доме, мама. В доме наших самых больших врагов. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.com. Сегодня я пойду домой. Будь там, пожалуйста, нам есть о чем поговорить. Может, в следующий раз будешь стучаться? Зачем? Тайные дела проворачиваешь? Нет, но личное пространство. Будь уважительнее. Живя в моем доме, у тебя не может быть личного пространства. Если однажды переедешь в свой дом, может быть. Хорошо, что хочешь. Украшение, которое я на тебя надела вчера. Не поняла. Здесь нет ничего непонятного. Украшение, которое я на тебя надела вчера, и за которое я отдала кучу денег. Хочу обратно. Ты же не думала, что я правда подарю тебе их? Не так ли? Что здесь происходит? Что ты будешь делать с украшениями? Есимин не по себе, что они лежат просто так. Попросила убрать в сейф. Это правда, Есимин? Правда ли это? Ты с каких пор выясняешь, правду ли говорит мама? Пару дней тут. Пусть все знают свое место. Очевидно, дорогие вещи. Не захотела, чтобы просто так лежали. Твоя мама правду говорит, Ферит. Я попросила убрать. Любимая невестка защитила меня. Я правду сказала, видишь? Я не позволю, чтобы мама плохо обращалась к тебе. Я рядом. Хорошо? У тебя в этом доме такие же права, как и у всех. Привет. Это тебе. Спасибо. Садись. Я приду сейчас. Прекрасно видеть тебя на воле снова. Извините, я не смог вчера быть вечером рядом с вами. Чинар все рассказал. Вот бы и я мог быть там. Я ничего не могла сделать. Оставила дочку там, среди чудовищ, и вернулась домой. Мы всегда будем рядом с Исимен. Из-за того, что она поставила подпись, это не может измениться, верно? Это так, конечно. Я все еще не понимаю, как она вышла замуж, Мехмед. Разве человек может так выйти замуж ради мести? Может испортить себе жизнь? Не понимаю. За этим делом точно стоит что-то другое. Ты вчера показала всем, что несмотря ни на что, при любых условиях рядом с дочерью. Но мне неспокойно. На душе все время какая-то тревога. Что это?
Подарок на свадьбу. Ты меня сделала самым счастливым человеком. И я захотел тебе что-то сделать. Не хочу я от тебя ничего, Ферит. Ты посмотрела адрес? Это дом мамы. Банк же выставил на продажу. Я купил. Теперь никто не выгонит твою семью из дома. Они могут оставаться сколько захотят. Мама не примет это, Ферит. Да, я знаю. Узнал уже вас. O yüzden Поэтому не впутывал свое имя. Почему ты это сделал? Захотел осчастливить тебя. Твоя семья будет жить в том же доме. Ты не рада? То есть... Рада, конечно. Спасибо. Вот и прекрасно. Наконец-то смог увидеть твою улыбку. Слава Аллаху. Для тебя маленький подарок. Я могу открыть? Конечно, можешь открыть. Это не что-то большое. Захотела сделать подарок тебе. Сама сделала. Надеюсь, тебе понравится. Очень понравится. Спасибо, очень красиво получилось. Посмотрю, справлюсь ли. Вот так. Ну как, получилось? Получилось. Да, очень подошло. Красиво получилось. Пользуйся на радость. Я бы очень хотел остаться здесь, но мне надо идти. Хорошо. Увидимся. До свидания. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. Что делаете, молодожены? У вас нет планов на медовый месяц? Нет. Ясемин не захотела. Не захочет, конечно. Обиделась девочка. Я пойду домой. Мне надо взять вещи. Так как все получилось в спешке. Ясемин, не надо. Не поняла. Ничего непонятного нет. Забудь про эту одежду. Ты теперь Карахан. Я не могу позволить ходить в старой одежде. Нам надо купить тебе новую одежду. Мне нравится моя одежда. Спасибо. Мне не нравится. Тебе надо одеваться в соответствии с новым статусом. Мы пойдем. Заберем из дома одежду, которую хочет Ясемин. alacağız. Потом пойдем за покупками, купим новую одежду. Тебя не смогли забрать у меня, малыш. У твоей мамы большие планы на тебя. Ты не проживешь ни одной из сложностей, которую прожила я, вот увидишь. Я могу войти? Если опять начнешь кричать на меня, то лучше не заходи, Мехмед. Большое спасибо за то, что сказала правду в своих показаниях. Ты думал, что я совру и буду угрожать тебе? Не я, но были люди, которые думали, что да. Я не думал, что ты пойдешь на такое. Проходи. С момента своего прихода ты не сказал ни слова про Эмиль. Клянусь, ты удивляешь меня. Я обращался с тобой так, как ты не заслуживала, сударь.
Да, ты так со мной обращалась. То есть у меня не было права так давить на тебя и отчитывать за то, что ты сказала. Мехмед, что произошло у вас с Эмиль? То есть, что сделала эта женщина, что довела тебя до такого? Все эти события связаны с Есимин? Давай не будем говорить об Эмеле. Забудем ее уже. Я пришел сказать о том, что не принял твое заявление. Когда почувствуешь, что ты готова, твой кабинет в офисе готов. Я не уверена, что смогу продолжить там работать. Я нуждаюсь в тебе, Суда. Офис нуждается в тебе. Вот бы я могла поверить в это. Ты больше не услышишь от меня ни одного слова об Эмеле. Наши отношения будут такими же, как раньше. Удивительно видеть тебя здесь, Мехмед. Для меня неудивительно тебя видеть. Ты на что-то намекаешь? Я не поняла. Это твоя работа говорить намеками. Я говорю открыто. Да, вот бы ты мог прийти на никях. То есть я говорю о том, что вот бы ты был не под стражей. Это была небольшая церемония среди своих. Уверен, так и было. Но твой сын пришел. Он красивый парень, весь в отца. Но его взгляд на Есимин привлек мое внимание. Есимин теперь замужняя женщина. Возможно, тебе надо будет предупредить Мой его об сын этом. прекрасно знает, где и как себя вести. Мне совсем не надо его предупреждать. Как Дога? Мы один раз встретились в магазине Хандан. Она очень красивая девушка. А она, очевидно, взяла свою красоту от своей мамы. Конечно, пусть Аллах не сделает похожими их концы Будь жизни. очень внимательна со своими словами, Эмили. Не возись ни с моим сыном, ни дочерью. Не вынуждай меня это говорить. А что я такого сказала сейчас? Ты знаешь мой номер телефона, Мехмед. Звони, когда захочешь. Вместо того, чтобы проворачивать дела за моей спиной, ты можешь позвонить мне и лично задать вопросы об Айше. У нас же есть так много законов. Я возьму пару вещей и приду. Это ненадолго. Давай я тоже схожу с тобой. Помогу тебе. Ферит, я думаю, что нет необходимости в новой напряженной ситуации после вчерашней ночи. Как известно, ты достоин своей матери. Ты жди здесь, я приду. Есимин, послушай, я не имею никакого отношения к этому. Я тоже рассердился. Я поговорил с мамой, предупредил ее. Она больше не сделает подобного. Ну да. Но наши и так достаточно нервничали после прошлой ночи. Я не думаю, что смогу сейчас как-то наладить твои отношения с моей мамой. Пожалуйста. Ладно, хорошо. Я жду тебя здесь. Не задерживайся. Есимин, бабушка, ягненок мой, дитя мое. Чинар внутри? Внутри тебя ждет. Что это за скрытность, Есимин? Ферит снаружи, бабушка, я возьму несколько вещей и уйду. Зачем этот Чинар пришел сюда? Или Ферит что-то тебе сделал? Нет, он ничего не сделал, не переживайте. Они не смогут сделать мне ничего, что я не захочу. Мы живем с Феритом в отдельных комнатах. Давай, он ждет. Давай. Бабушка, мы поговорим внутри. Хорошо, дочка. Я всю ночь думал о тебе, Есимин. Мне было настолько сложно уйти, оставив тебя там. Если бы ты знала, с каким трудом я сдерживался. Но сейчас так нужно.
То есть хотя бы на какое-то время. Жизнь Рюзгара зависит от них. Это псина. Он дотронулся до тебя? Нет, нет. Мы даже живем в разных комнатах, не переживай. Чинар, Ферит не такой монстр, как ты думаешь. Есимин, не делай этого ради Аллаха. Поступки Ферита известны. Как ты его можешь защищать? Нет, во всем виновата Эмиль. То есть она спланировала все это, чтобы забрать его акции в фирме. Взамен на видео она забрала его акции. Они всей семьей сумасшедшие. Ты знала, что его бывшая девушка пропала? Что значит, знала ли я, что она пропала? Что значит пропала? Мы расследуем. Я пока не знаю ничего, кроме того, что девушка пропала, но никто не пропадает просто так на пустом месте. В этом деле что-то есть. Пока я столько информации знаю. Минутку. Это может быть Ферит. Чинар, пожалуйста, не издавай ни звука, хорошо? То есть он не хочет, чтобы я виделась с тобой. У меня закипает кровь из-за того, что я должен прятаться. Я знаю, знаю. У меня тоже от многого закипает кровь. Но я сейчас должна терпеть ради Рюзгара. Увидимся. Я забрала свои вещи, Ферит, мы можем идти. Я начал переживать из-за того, что ты долго. Но ты взяла очень мало вещей. Решила не заставлять тебя ждать. У меня всегда есть время, особенно всегда есть для тебя. Пойдем. Пойдем вместе выберем. Не стоит торопиться. Ну, я взяла то, что мне необходимо. Дальше придем еще раз. Я говорю, пошли. Не будем больше возиться с этим. Давай. Давай. Выбирай любимую одежду, которую хочешь, жизнь моя. Я жду тебя. Чемодан. Это у меня. Посмотри на меня. Аллах знает, при каких обстоятельствах вы поженились. Но если ты навредишь моей дочке, то я заставлю тебя тяжело заплатить за это. Есимин моя жена, тетя Неджимия. С этого момента защищать и заботиться о ней – это мой долг. Да и разве ты не говорила мне забрать эту девушку? Нет, это не так.
Хорошо, не так. Это не так, но ты вместо того, чтобы радоваться, угрожаешь мне. Я твой зять. Я взяла свои вещи, Ферит, мы можем идти. Хорошо. Дорогая моя. Ты пришла отпраздновать то, что я потеряла своего ребенка, Эмиль? Этот ребенок не приносил никому пользы, Суде. Я тоже не хотела, чтобы так произошло. Но я не буду притворяться, что мне жаль, что этого ребенка больше нет в нашей жизни. Красивые цветы. Их Мехмед принес. У него есть вкус. Мы случайно встретились в дверях. Немного побеседовали. Побеседовали? Мехмед ненавидит тебя, Эмиль. Ты же знаешь, что говорят о ненависти. Я же веселюсь, Суде, не обижайся сразу. Его сын вчера пришел на никях. Он передавал мне привет от Айше Кючу Кафе. Мехмед настойчиво задавал мне вопросы об Айше. Значит, они вышли на след девушки. Ты должна была сделать так, чтобы Мехмед сел в тюрьму. Достаточно было сказать, только он толкнул меня. А потом бы он сидел, пока попытался доказать обратное. У меня есть более долгосрочные планы, Эмиль. Я уверена, что они есть. Я не знаю больше опасности, чем мать, потерявшая своего ребенка. Я хочу, чтобы вы работали кое с кем над этим делом, Эйлюля. Ты не будешь рассказывать об этом никому из фирмы. Ты будешь разговаривать только со мной. Мы будем работать над этим с Чинаром? Нет. С кем я тогда буду работать? Но это не адвокат, но этот человек успешен в других делах. Я знаю этого человека. Не думаю, но ручаюсь за него. Хорошо. Мы должны работать вместе, Суде. Вопрос с Айше касается и тебя. Я не доверяю тебе, Эмиль. Я тоже не доверяю тебе, Суде. Это ты переспала с моим сыном, не забывай. Я пью лекарство. Выпей глоток, дорогая, он не убьет тебя. Послушай, я не знаю, как ты уговорил Ясемин выйти замуж за Ферита, но Мехмед знает причину. Как ты поняла? Потому что если бы он не знал правду, то он вел бы себя по-другому, когда Ферит пришел в фирму. Мехмед, который знал о том, что я была беременна от Ферита, не позволил бы Ясемин выйти замуж за него. Исходя из этого, Ясемин рассказала о произошедшем Мехмету. Ты уверена? Уверена. Прекрасно знать, что мы все еще друзья, Суде. Между нами нет никакой дружбы, Эмиль. Между нами есть только выгодные взаимоотношения. Поверь, так это будет меньше запутывать наши мысли. Увидимся. Эфе, проходи. Здравствуйте. Познакомлю. Привет, я Эфе. Юль, приятно познакомиться. Мне тоже приятно. Вы не будете втягивать себя в проблемы. Понятно? Не оказывайтесь в незаконных делах.
Вы будете только проводить расследование. Почему? Мы должны оказаться в незаконных делах, я не поняла. И Люль права, господин Мехмед. Почему это мы должны оказаться в незаконных делах? Я очень доверяю вам обоим, дети. Не стесняйтесь звонить мне в любой момент. Я окажу вам любую поддержку. Мы обязательно доберемся до Айшеки Чукефе, мертвая или нет. Что думаете вы, господин Мехмед? По вашему мнению, она жива или ее убили? Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. Сколько раз я сказала тебе не приходить сюда? Пойми уже. Раз, два, три. Как тебе не стыдно, Хандан? 2 свати, посидим, поболтаем. Может, ты и кофе меня угостишь? Мы о свадьбе не посплетничали с тобой еще. Ох уж это платье твоей дочери. Все модницы умерли от зависти. Эмиль, мне с тобой говорить не о чем. Выйди из моего заведения. Хорошо, не хочешь говорить о свадьбе? Найдем другую тему. Например, поговорим о Мехмете. Эмиль, прошу тебя, забери свою лживую натуру отсюда и уходи. То есть тебе не интересно, почему наши дети поженились? Я уверена, Есимин рассказала тебе тон лжи. В конце концов, она дочь Джаляля. Ложь течет у них в крови. Но ты что, правда не интересуешься тем, почему она вышла за моего сына? На самом деле, можешь узнать правду не от меня, а от Мехмета. Эмиль, мне не интересна ни одна твоя ложь. Хорошо? Хорошо. Если мне не веришь, тогда поговори с Мехметом, Хандан. Уверена, если немного настоишь, он будет вынужден рассказать тебе правду. Ты очень доверяешь ему, Хандан, но он думает только о своих детях. Ему плевать на то, что переживают твои дети. Если бы это не было так, он бы не скрыл от тебя правду. Тем более, когда эта правда напрямую касается твоих детей. Эмиль, говори со мной открыто. Чем вы угрожали моей дочери? Лучше не со мной, а с Мехметом поговори. Эмиль, смотри, если вы тронете хоть волосок моей дочери, я убью вас обоих. Благодаря нам твоя дочь увидит свет, Хандан. Научится манерам, узнает мир. Тем более, у меня нет намерения вредить чьей-либо дочери. Друзья, нам нужно положить конец этому глупому холоду между Рюзгаром и Даой. Но если бы мы знали, в чем их проблема, нам было бы, конечно, легче. Даже не смотрите на меня, я тоже не знаю. Дуа тоже хочет поговорить с Рюзгаром, но из упрямства не может. И как мы избавимся от ее упрямства? Если Дуа узнает, что с Рюзгаром что-то случилось, первая побежит на помощь. А что с ним случится-то? Дуа, Рюзгара пырнули ножом. Что? Его ранили. Рюзгар! 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 Рюзгар, прости меня! Рюзгар, прошу прощения, прости, пожалуйста. Я не должна была так себя вести. Я не должна была так долго злиться. Прости меня, прошу, Рюзгар! 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 Ну уж нет, Эко. Думаю, нам не нужно ранить Рюзгара, чтобы они помирились. Согласен. Думаете, это слишком? Ну уж, наверное. И как мы растопим ее сердце? Если пустить слух, что Рюзгар уходит из школы, если Дуа правда его так ценит, то сразу побежит к нему. Вот это мы и называем идеей. Учись. Я тоже хотел это потом сказать, вы же не дали мне предложить. Ага, конечно. Заткнули мне рот. Да, конечно. 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 Кем именно ты работаешь? То есть, что ты не адвокат, мы поняли? Но конкретное что-то не могу сказать. Всего понемногу. Делаю, что придется. Ты всегда так убегаешь от вопросов? Чаще всего.
И куда мы едем? Скажи хотя бы это. К маме Айше. Хандан? Мехмед, почему Ясемин была вынуждена выйти за Ферита? Я знаю только то, что рассказала Ясемин, Хандан. Мехмед, не ври мне. Почему моя дочь была вынуждена выйти за него? К тебе приходила Эмель? Да, она сказала, что моей дочери угрожали, и что ты это знал. Это правда? Ты знал? Да, знала. Как ты мог это сделать? Я столько раз спрашивала, и ты мне соврал? Ясемин так хотела, я был вынужден. Хорошо. Но чем они ей угрожали? Как убедили выйти замуж? У Эмель есть записи того, как Рюзгар в меня стрелял. Они угрожали Ясемин тем, что посадят Рюзгара. Почему ты молчал? Почему скрыл такое? Почему не пришел сразу ко мне? Я не смог убедить Ясемин. Если бы мог, пришел бы. Теперь эти двое могут сделать моей дочери все, что угодно. Если ты один раз повелся на шантаж, назад дороги нет. Ты знаешь это лучше Не меня. переживай, Ясемин не одна. Как не одна? Ты ее защитишь. Да, я защищу. Почему тогда не спас Мехмед? Почему не помешал Она сказала, свадьбе? что это единственный выход защитить Рюзгара. Она хотела защитить брата. Разве она должна защищать брата? Зачем тогда я нужна? Почему я жива тогда? Ясемин как раз твоих поступков и боялась, Хандан. Разве мы не обещали, что больше не будет тайн, лжи и секретов? Что теперь случилось, Мехмед? Я не позволю, чтобы с Ясемин что-то случилось. Ты веришь мне? Не верю, Мехмед. Понял меня? Не верю. Потому что ты принял меня за пустое место. Ты не дал мне защитить собственную дочь. Еще сегодня утром ты, смотря мне в глаза, соврал мне. Я никогда тебя за это не прощу. Хандан. Ты не можешь так уйти, послушай меня. Ты сейчас пойдешь к своей дочери, обнимешь ее, вдохнешь ее запах. А я что буду делать, Мехмед? Я не оставлю их безнаказанными. Ты мне веришь? Я уже доверилась тебе, но ты не оправдал это доверие. Я больше не совершу этой ошибки. Хандан, прошу, не говори так. Мехмед, я уже пережила все это. Мне и до этого врали. Я не буду это повторять. Ну а что ты меня втянула? Не тяни, бери Джик, войди в свою роль. Что значит бросать школу из-за глупой обиды? Пусть не глупит. Не говори. Мы уже все с ним поговорили. Он ведь нас не слушает. Ну, значит, так будет лучше для всех. Менять школу только потому, что Дага с тобой не разговаривает? Это мой близняшка совсем безмозглый. Она услышала. Идет, идет. Жди. Жди. Начинай. А известно, какая новая школа? Нет, они еще выбирают. Вот бы они не решили все так быстро. Парень эмоциональный, ты сам знаешь, братец. О чем это вы? Да ни о чем. Болтаем просто так. Да, говорили о всякой чепухе. Говорите уже, что случилось?
Ну, в общем, друг, Эко? Рюзгар ведь переходит в другую школу, мы это обсуждали. Да, мы об этом говорили. Ну, я пойду в сад. Подышу немного. Ага, подыши. Она идет к нему. Это правда сработало. Она поговорит. Что у нее в руке? У нее в руке отвертка? Хоть бы не воткнула в него. Это что? Ты меняешь школу. Возвращаю. Вдруг у тебя там будут друзья, которые завоюют доверие, а потом ударят в спину. Думаю, может, тебе там понадобится. Я не ухожу из школы. С чего ты это взяла? Тебе не обязательно искать повод, чтобы поговорить со мной. А кто вообще хочет с тобой говорить? Ты сама ко мне подошла. Но ты все же попробуй. Смена обстановки всегда идет на пользу. Тебе будет лучше в новой школе. Я прочитал в одной книге, главный герой сказал: «Любовь — это отвертка, что пронзает твое сердце». Это отвертка, которая попала в мое сердце, когда только ты вошла в наш класс. Это тебе. Вот бы ты сообщил перед приходом. Не смущал бы людей. С каждым днем защищать тебя приходится все дороже, Эмиль. Пришло время уже дать этому название. Говоря о защите, ты меня от кого-то защищаешь, а я не в курсе? Как прекрасно. Даже ты не в курсе. Значит, мы хорошо работаем. Чего ты хочешь? 10%. Думаю, вполне приемлемая расценка. Минутку. Ты хочешь вмешаться в мою работу? Ты подобрала не то слово, Эмиль. Я хочу расширить сотрудничество. Если так, то и ты с твоим сыном сможете продолжить свои дела. Есть воры, есть подлецы. Если у вас не будет защиты, всякое может случиться. Мы бы этого не хотели. 10% хорошо. Госпожа Нурхаят? Айше! Дочка, это ты! Да, мама, это я. Айше. Мне сказали больше не ждать. Сказали, что ты не придешь. Значит, ты вернулась? Вернулась, конечно, мама. Разве я могу тебя оставить? Ты ведь бросила того парня, да? Ты о Ферите, мама? Конечно, о нем. О ком мне еще говорить? Он избалованный, ревнивый. Он тебя расстроит. Спасись от него, доченька. Не встречайся больше. Хорошо. Хорошо, мама, не буду. Сказали, что ты умерла. Чтобы я больше не ждала.
Я им не верила. И смотри, ты пришла. Да, пришла, мама. Кто вы? Кто вас пустил? Как вы сюда зашли? Выйдите, пожалуйста. Прошу вас. Айше, это моя дочка. Айше. Хорошо, сестра Нурхаят. Я принесла твои лекарства, выпей. Хорошо, дорогая. Давай, давай, давай. Женщина до сих пор ждет дочь. Жаль. Хорошо, что разум не на месте, иначе человек не выдержит столько боли. Ничего и не смогли узнать. Она сказала, он тебя расстраивает. Сказала, что ревнивый. Женщина среди всего этого запечатала у себя в разуме образ Ферита. Ферит заставил девушку настрадаться. Ты прав на самом деле. Это нелегко. Кто платит за нее, мы можем разузнать? Ничего себе. А ты неплох. У тебя работает голова. Хорош. Ну, неплох. Временами, правда. Хорошо. Этот дядя Хакан хочет стать моим партнером. Собирается забрать мое имущество. Я говорил вам не лезть к этим людям. Напомни, чтобы я сделала тебе статуэтку, Илдырым. Вручим награду года за фразу «Я же говорил». Прошу прощения, госпожа Эмель. Так не пойдет, Илдырым. Нам нужно избавиться от этого человека. Этот человек не тот, от кого мы можем легко избавиться. Скажи, какую еду любит Асия, чтобы я приготовила. Щуку, она же ребенок. Не будет же она есть сельдерей. Приготовь котлеты с картошкой. А мне приготовь ревани, щуку. Очень захотелось. Ты ешь яд, Яшар. Не говори так, прошу, не говори. Смотри, я с того света вернулся. Яшар, стыдиться ты не умеешь, это я поняла. Но хотя бы молчать научись. Ну, щуку. Ты же не просишь меня? Смотри, я умру без тебя. Клянусь, не смогу жить, щуку. Хорошо, я умру, неважно. Это не важно, но что будет делать моя бедная Асия? Прошу, скажи мне, что не бросишь меня. Что там с Айтен? Смотри, уже столько времени прошло, а ее все еще нет. Поехала на родину отвозить тело своей сестры. Честно говоришь? Хорошо, хорошо. Пусть похоронят рядом с родителями. Благое дело. Будто ты разбираешься, что благо, а что грех. Зачем ты встал на ноги? Я пойду возьму из дома игрушки девочки. Пусть не капризничает, потому что зып-зып важен. Кто такой Зып-Зып? Зып-зып. Это кролик нашей девочки. Я назвал его так. Как тебе? Зып-зып. Атэш, может, поделаем что-то после школы? Я отвезу Дуа смотреть пластинки. Пластинка? Я немного облажался в деле с Рюзгаром, поэтому мне нужно заполучить прощение. Эта показушница пластинки слушает? Нельзя же настолько напрягать себя, чтобы казаться интересной. На самом деле показушник, который слушает пластинки, это я. Я настоял.
Даже не смотри на меня так, Минивер. Вслед за умершим не умирают. На этого ребенка надо будет много тратиться. Разве легко в наше время воспитывать? Bunları birine Кто-то должен думать об этом. Слава Аллаху, я заботливый человек. Давай, пусть Аллах простит все грехи. А, Зэп-Зэп. Зэп-Зэп остался. Ты же знаешь, что у меня нет граммофона. Ну и пускай, возьмешь свою пластинку и придешь к нам. Или же скажу папе, чтобы он купил небольшой граммофон. Это тоже как вариант, конечно. Да. Хорошо, когда у человека есть варианты для выбора. Здесь так красиво. Посмотрим эти. Хорошо. Извини. Очень красивые. Тогда назови число от 1 до 30. Зачем? Просто назови. Хорошо. Стой. 17. 17. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Тогда пусть 17 будет нашим счастливым числом. А это мой первый тебе подарок. Отлично. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.com. Щуко. Поздравляю с прошедшим днем влюбленных. Да покарает тебя Аллах, Ешар. Девочка, смотри, отныне будет так. Теперь я буду предоставлять тебе все удобства. Клянусь, смотри. Как я тебя отблагодарю, моя Щуко. Давай, смотри, отныне я буду для тебя мужем на 10 баллов. Смотри, познакомлю. Это Зып-Зып. Зып-Зып — это Щуко. Ладно, закрыли фазу знакомства. Давай. Куда спрятать? Я это сделал. Давай-ка. Я смотрю, ты каждый вечер здесь, Кандан. Покажи видео. Ты поговорила с Мехметом. Лжет? Я сказала, покажи видео. Твой сын совсем его не пожалел. Запустил все подряд. Много отсидит за это.
Хорошо, говори, что ты хочешь. Что ты хочешь взамен на жизнь моих сына и дочери? Держи-ка. Почему ты не ешь? Тебе не понравилось? Говори, дочка. Давай, дорогая. Я хочу маму. Что говорит? Мама хочет. Ладно, ладно, ты занимайся своими делами, мы разберемся. Открывай рот, дочка. Молодец, дочка. Когда они разговаривали в комнате с Чинаром, постучали в дверь. Как только я открыла, Ферит залетел в дом. Интересно, он заподозрил маму? Этого я не знаю. Я и так не поняла, зачем она позвала сюда этого Чинара, чтобы поговорить, но неважно. Что тут непонятного, мама? Значит, Ферит не пускает ее никуда одну. Это еще что такое? Как пленница. А кто она, если не пленница, мама? Есемин сказала, что ради мести, но... За этим браком кроется что-то другое. Девочку принудили, Хандан, не так ли? Принудили. Дядя Мехмед и так простил тебя. Что такого, если Дага не простит? Не зацикливайся. Пока она не простит меня, я продолжу винить себя. Не могу оставить позади, пойми меня. Ледяная. Но сегодня вы хорошо постарались. Это была идея Ко? Постарались, и что? По итогу они пошли смотреть пластинки. Как хорошо вы раньше развлекались вместе, Дага, ты и Ко. Теперь, когда вы поссорились, она ищет себе другое место. Дэфне, я не понимаю ничего из того, что ты говоришь. Нам надо любым способом помирить вас, Рюзгар. Я делаю все ради тебя, что тут непонятного? Она сказала, что они остаются в разных комнатах, но все-таки она его законная жена. Неделю подождет, 2. Но в конце концов постучится в ее дверь. Сколько этот парень будет терпеть, что они остаются в разных комнатах? Мама, ради Аллаха, прошу, не продолжай, мне надоело, клянусь. Не заставляй меня думать о таком, прошу. Не говори больше ничего, с нашей девочкой ничего не случится, хорошо? Наденем шапку, чтобы не мерзнуть, моя красивая дочка. Красавица. И это наденем. Давай-ка. Щуко. Мы идем в парк. Давай, собирайся с нами. Что случилось, дочка? Пусть она не идет. Щуко. Она сказала, чтобы ты не шла с нами. Но ты не принимай на свой счет, она же ребенок. Привыкнет. Через пару дней забудет про меня и тоже станет сторонницей Щуко. Хорошо? Давай, идем. Идем, дочка. Мама, видишь? Смотри, посмотри на ее лицо, посмотри на ее поведение, мама. Ты знаешь, сколько времени я терплю это? Эта женщина вот так насилует меня с тех пор, как умер Джиляль. Ты знаешь, который раз она приходит в ателье? У этой женщины нет стыда. Она приходила ко мне в дом. Эта женщина заходила ко мне в спальню, показала мне мою постель. У меня получается объяснить. Мы вот тут спали, вот так-то делали и всякое такое. Как дядя Мехмед?
А что делать будешь, если в порядке опять выстрелишь? Мы всегда такими будем, До. Что мне нужно сделать, чтобы ты простила меня? Скажи, я сразу все сделаю. Сделаешь все, что я хочу? Сделаю все, что хочешь. Над душой не стой, больше ничего не хочу. Надо узнать, что случилось между этими двумя. Это ключи для примирения. Я подозреваю ретроградную Венеру, друг. Ретроградная Венера, она сделает такое. Сделает. Понял. Я понял, Эко. Сестра вышла замуж. Слышала. Поздравляю. Поздравлять особо нечем. Просто сообщаю. Ты что-то хочешь, Дафне? Рюзгар, говорю, совсем один остался. Пусть дядя, ты в дневник пишет тогда. Ты сделаешь большое добро, если простишь его. Я не хочу прощать человека, который пытался убить моего папу. Я непонятно объясняю? Даже папа простил. Ты видишь состояние Рюзгара? Он нуждается в тебе. Он сколько дней уже ходит везде, как призрак. Думал бы об этом до того, как взять в руки в пистолет. Не смог думать. Так иногда бывает. Делаешь глупости, совершаешь ошибки. Но друзья держат тебя за руку и поднимают. Это так бывает. Хорошо, тогда ты так сделаешь. Ты похожа на человека, который понимает в этом. Какая ты бессердечная. Не нужно удивляться тому, что твоя мама вскрыла вены в твой день рождения. Как мы похоронили сестру. Пошел такой дождь. Обмыл все могилы. Это милость, говорят. Шукран. Моя сестра была таким хорошим человеком. Все, что с ней случилось, произошло из-за ее доброты. Не знала, что в этом мире есть такие бессовестные люди, как Ешар. Что есть злые люди. Шукран, извини. Все-таки это твой муж. Я так говорю. Если тебя это побеспокоило, прошу, останови меня. Нет, Айтет, я на самом деле больше бы сказала. Но если бы это вернуло ушедших, еще и без стыда говорит, что тормоза испортили. Говорит, что его подставили. Кто будет портить тормоза? Кто? Пустые слова. Я поставлю чайник. Шукран, помочь? Нет, спасибо. Не надо. Шукран. Что это здесь делает? Ешар ездил забрать игрушки девочки из дома. Оттуда нашлось. Асия, оказывается, очень любит. Ешар вчера домой ездил? Да, Айтен. К добру ли что-то случилось? Разве может быть что-то хорошее там, где есть Ешар? Здравствуйте.
Здравствуйте. Ты ведь вспомнила меня? Конечно, вспомнила, прошу. Оставлю это здесь. Ты думаешь, сейчас откуда взялась эта женщина? Стой, я все расскажу. Хорошо, я заберу, если хотите. Хорошо. Отдам так. Спасибо. Прошу, садитесь. Спасибо. В тот раз в больнице у нас случилось не очень приятное столкновение. Я не захотела оставаться такой в вашей памяти. Взяла и пришла. Хорошо сделали. Я сегодня вообще не пила кофе. Если сделаешь обычный, не откажусь. Конечно, сделаю, госпожа Джавидан. Ты понимаешь в гадании? Совсем не понимаю. Вот бы понимала. Как я и сказала, у нас много общего. Дети в одной школе. К тому же ты швея. У меня много тканей. Я взяла и пришла. Хорошо сделала? Очень хорошо сделали, госпожа Джавидан. Хандан? Я ненавижу в этой жизни две вещи, скажу сразу. Первое — людей, которые не знают свое место. Второе — когда меня называют госпожой. Хорошо. Тогда я приготовлю кофе, Джавидан. Хорошо, хорошо, я сейчас приду. Клуб вскрывших себе вены. Фулья Муслооглу, Деврима Такан, Ойкю Сязен. Кто это сделал? Кто это сделал? Отвечайте! Что смотрите? Кто это сделал? Пусть выйдет тот, кто это сделал! Отвечайте, кто это сделал? Отойди! Кто это сделал? Кто это сделал? Пусть выйдет сейчас же! Какой бессовестный сделал это? Пусть выйдет тот, кто сделал это! Ты сделал это, не так ли? Ты это сделала! Не глупи! Я в первый раз вижу. И зачем мне такое делать? Дэфне такого не сделает, не глупи. Я разве не знаю? Вы двойняшки, самые невинные люди в мире. Отойди отсюда! Стой, стой! Дуа, не глупи! Отойди! Дуа, не глупи! Отойди! Это что? Дога, клянусь, я не делала этого. Смотри, я правда не знаю, кто положил мне это в сумку. Но я не делала. Я такого не сделаю. Рюзгар, я такого не сделаю. Что вы смотрите? Я говорю, что не делала. Лгунья! Лгунья! Успокойся, все! Лгунья ты! Лгунья! Лгунья! Стой, хватит! Давай. Со старым что делать, тетя? Забрать? Делайте, что хотите. Если хотите, забирайте. Если хотите, выкидывайте. Хорошо. Сюда, давай. Туда? Налево, налево. Хорошо. Я недавно прочитала в одном журнале, среди разведенных женщин очень популярны цветные вещи с цветочками. Ты знала? Не знала, но это логично. Получится что-то из этого. Разве может не получиться? Сделай, что хочешь. Что скажешь про господина Мехмета? Как? Подумай только. Ты получи пули на таком коротком расстоянии. Но в показаниях скажи, что не видел выстрелившего. Не знаю, показалось интересным. Будто он знает стрелявшего. И будто пытается защитить. У тебя есть идеи? Нет, ранее не думала. Да и главное, что господин Мехмед жив. Конечно, это так, ты права, но человеку все равно интересно. Ладно, дорогая, да и что такое секрет? Однажды обязательно выйдет наружу, не так ли? Извини. Слушаю. Что? Какая драка? Хорошо, иду.
Ситуация серьезная, кажется. Извини, дочка в школе ввязалась в драку. Мне надо сейчас же идти. Ладно, ты оставь это, пойдем, я тебя отвезу. Давай идем, мне по пути. Идем. Рюзгар, что за драка? Господин Мехмед тоже внутри, мама. Директор все расскажет. Мехмед, почему здесь? Что делает? Девочка, с которой поругалась Дефне, это Дуа. Только этого не хватало. Прошу, госпожа Хандан, прошу. Здравствуйте, господин директор. Дефне, что происходит? Мама, клянусь, я не делала. Хотя бы ты поверь мне. Раз ты ничего не делала, тогда что эти афиши делают в твоей сумке? Лгунья! Дети, тихо. Больше предупреждать не буду. Сейчас вы помолчите, и я поговорю с вашими родителями. Госпожа Хандан, это сделала ваша дочь. Господин директор, это невозможно. Моя дочка такого не сделает. Я тоже говорю, но кто послушает? К сожалению, эти афиши нашли в сумке вашей дочери, госпожа Хандан. Нет, это невозможно. Очевидно, произошло недопонимание. Или же на нее клевещут. Сегодня твоя дочка сказала, что не нужно удивляться тому, что моя мама вскрыла вены в мой день рождения, тетя Хандан. И это совпадение? Дефне, мама, там была другая тема. Это вылетело случайно. Ладно, остальное мы решим между собой, господин директор. Не будем вас больше утомлять. Господин Мехмед, я вынужден сделать дисциплинарное замечание. Понимаю, директор. Вы делаете, что нужно. Мы сделаем все, что в наших руках, чтобы такое не повторилось. Спасибо. Давайте пойдем. Спасибо, господин директор. Папа, я иду в машину. Я не смогу выслушивать про извинения друг перед другом, потому что мне не за что извиняться. Вот бы люди не влезли, и я бы смогла закончить начатое. Хорошо, дочка, ты иди в машину, я приду. Дуа. Дуа, я скажу кое-что. Смотри, Дефне сумасшедшая. Не следит за словами, но она этого не делала. Ты человек, который взял в руки пистолет и выстрелил в моего папу. Ты разве в состоянии защищать двойняшку? На себя посмотри. Иди отсюда. Не нервируй меня еще больше. Я такой бессовестный поступок не совершил бы, дядя Мехмед. Пожалуйста. Я верю тебе, конечно, Дефне. Но ты обязательно должна извиниться за то, что сказала Дуа. Эти слова не подобают тебе. Я ручаюсь за Дефне, Мехмед. То есть, это сделал кто-то другой, скорее всего. Нам обязательно надо поговорить, Хандан. Я сказала, что хотела, говорить не о чем. Я отвезу Дау домой, ты займись детьми. Потом встретимся и поговорим. Эта тема касается и наших детей. То, что я расскажу, очень важно. Если захочешь поговорить, можешь позвонить мне. Зачем мне желать поговорить на такую тему, отец? Не на эту тему, о чем-то другом можем поговорить. Я сказал, чтобы ты отвлеклась. Кто тогда это сделал? Самое главное, зачем положил тебе в сумку? Не секрет, что у нас не очень хорошие отношения, Рюзгар. Легче всего обвинить меня. Ты ведь не думаешь, что это я сделала? Нет, дорогая, не глупи. Разве я не знаю свою сестру? Ты раздражающая, но не бессердечная.
Давайте, пойдемте домой. Мама, я правда не делала этого. Хорошо, дочка, ты не должна объясняться. Я и так знаю, что ты не делала этого. Давайте, пойдем домой. Знаешь, Шико, я видела, как Дафне расклеивала плакаты. Да ладно. Это не подходит Дафне. Она стала очень проблемной. Думаешь, она сделала это потому, что приревновала Катюшу? Да нет, почему я, Тэша... Я не верю, что это сделала Дафне. Да, мы как раз говорили об этом, не так ли, Ико? Не так ли, Ико? Она не сделает такого, не сделает. Разве Дафне сделает? Это подстава. Теперь всегда будет так, Ферит? Что это значит? Ну, мы всегда будем друг с другом. В каждое место будем вместе ходить. Почему? Ты не рада быть рядом со мной? Нет, но с того момента, как мы сели, ты не поднял голову от телефона. И на учебу пойти не позволил. Я же не знаю, что ты хочешь. Хорошо. Я отправил. Что опять происходит? Вечером будет вечеринка. Я пригласил всех наших друзей, чтобы они разделили с нами наше счастье. Пусть не останется тех, кто услышит о том, что мы поженились. Давай, ты тоже покажи мне свое обручальное кольцо. Давай. Я и это выставил. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. Ферит сегодня вечером устраивает праздничную вечеринку. Тогда давай мы тоже пойдем. И наш подарок отнесем. В смысле наш подарок? У меня есть кое-какие мысли. В конце концов, мы не можем идти на вечеринку с пустыми руками. Почему пришла Айтен? Почему пришла? Ее племянница же здесь, Ешар. Если она ее племянница, то она и мой ребенок. Скажи ей, чтобы она ушла. Да, она же в восторге от тебя. Не говори ерунду, Ешар. Она сейчас внутри собирает девочку. Ешар, где золото моей сестры? Ну вот тебе держи. Ты видела? Девочка, откуда я знаю, где золото твоей сестры? После того, как я вышла из того дома, в дом пришел ты, обыскал каждый уголок этого дома, забрал деньги, которые накопила моя сестра, и украл. Пусть Аллах упасет от клеветы. Что ты говоришь такое? Я зашел в дом, взял игрушки и вышел. У Минювер что, было золото в доме? Моя сестра экономила как только могла. Я не отдам тебе то, что должно остаться Асье, Ешар. Может, есть какая-то ошибка, Я должен Айтен? был умереть. Клянусь, вот бы я умер в той аварии и не видел и не слышал бы этого сейчас. Вы довели меня. Я грабитель могил, что ли? Посмотри на меня и следи за тем, что ты говоришь. Что ты сделаешь? Давай, не надейся на себя слишком сильно, давай. Прости, Вы можете Всевышний. говорить тише, Асья услышит сейчас. Я не отдам тебе то, за что трудилась моя сестра. Иди, принеси то, что ты украл. Она все еще говорит, что я украл. Девочка, я забрал зип-зипа и ушел. Ничего я не крал. У клеветы же должна быть хоть какая-то грань. Ну вот, смотри, что ты сделала. Ах, дитя мое, не плачь, единственная моя, не плачь. Я увожу Асью. Никуда ты ее от меня не Я уведешь. увожу ее. Стой, Ешар. Разве сейчас подходящее время? Ты не видишь состояние девочки. Сиди на месте. Она моя дочь. Ты чью дочь куда уводишь? Мехмед, я верю Дафне. Ты не спрашивала, почему моя жена покончила с собой? Да, потому что я подумала, что не имею на это права. Но ты, должно быть, подумала, почему мама покончила с собой в день рождения своей дочери. Конечно, думала.
На самом деле это не особо отличается от самоубийства твоего мужа. То есть, от стыда. Она не смогла столкнуться с правдой. Ты не обязан мне что-то рассказывать. Я рассказываю не потому, что обязан, а потому, что хочу. Хорошо. Я скажу тебе кое-что очень важное, Хандан. Я не настоящий отец Доа. То есть не биологический. Это ты украл деньги этой женщины, Яшар. Разве такое возможно, Шукран? Послушай, у меня тоже есть гордость. Честь, достоинство. Разве это возможно? У Айтенджи язык как помело. Она говорит попусту. Она и так совсем не любила меня. Да ты завел ребенка, скрыв то, что женат от сестры этой женщины. Ребенка! И все еще говоришь о том, что она презирала тебя. А что еще надо было делать? Если бы ты дала мне ребенка, то я не искал бы его снаружи. Кто-то говорит об этом? Нет. Только давите на этого бедного Яшара. На самом деле, я очень надеялась на эту школу. Все шло хорошо, дочка. Вот это и есть краткий пересказ моей жизни, сестра Рабия. Все только какое-то время идет хорошо, а потом я каждый раз возвращаюсь в одну и ту же точку. Что это за точка? Мой день рождения, в который мне исполнилось 10. Дога. Что произошло сегодня в школе? Хочешь рассказать? Ты же знаешь, что я выслушаю. Я знаю. Ты выслушаешь, но рассказывать нечего. Надо мной висит огромное черное облако. Я брожу вместе с ним. Когда я только открыл юридическое бюро, у меня был партнер, его звали Екта. Мы были друзьями с университета. А потом я заметил, что Екта врет, и он ввязался в незаконные дела. Я закончил и с нашей дружбой, и с партнерством. Конечно, потом мне надо было работать больше. Я начал работать днями и ночами. И даже не смог особо прожить детство Чинара. Мы занимались консультацией большой международной фирмы. Мне нужно было постоянно уезжать в командировки за границу. То есть, я был вынужден пренебречь своим домом. И вот, к сожалению, в такой момент у Екты получилось запутать мысли моей жены. Он заставил ее поверить в то, что у меня есть отношения за границей, и я изменяю ей. И в один момент, когда он проявил доброту к моей жене, они были вместе. Конечно, когда моя жена поняла, что это ложь, которую придумал Екта, было уже поздно. И я узнал обо всем этом после смерти моей жены. Мехмед, почему ты сейчас рассказал обо всем этом мне? Может, ты мне больше не доверяешь, но я правда очень доверяю тебе. Я не разделяю Есимин от Чинара. Я не разделяю Рюзгара и Дефны от Доа. Они тоже мои дети. Я не сделаю ничего, что может подвергнуть их риску.
Вот это и есть ответ на вопрос, который Доа ищет годами. Это причина самоубийства ее мамы. Ладно, а ты не думал о том, чтобы рассказать Даге правду? Никогда. Доа никогда не узнает правду. Ты правда замечательный отец, Мехмед. То есть я абсолютно не сомневаюсь в этом. Но такое ощущение, что у Даги есть право знать правду. Доа моя дочь. Никто не изменит эту правду. Ладно, а кто еще знает? Чинара. Суде. А теперь ты больше никто. А ее папа, он не знает? Этот тип не осмелится предстать передо мной. Ладно, а ты не переживаешь из-за суда? Они очень близкие подруги с Эмиль. Ты не думаешь, что она может сказать? Суде меня не предаст. Может быть, из-за страха, а может, из-за любви она не сделает этого. Она знает, что заплатит за это. Я поняла. Из-за самоубийства своей мамы она годами винила тебя. Но ты ни разу не думал о том, чтобы очистить себя. Человек ради своего ребенка пойдет на все. Если будет надо, соврет, если надо, предаст. Лишь бы они были счастливы. Чтобы они были в покое и безопасности. Чтобы грязь этого мира не попала на них. Человек сделает все ради своего ребенка. Да чтобы у тебя шею свернула, Яшар. Пусть Аллах мучительно накажет тебя. Да накажет тебя Аллах, Яшар. Пусть Аллах накажет тебя, Яшар. Что это, Яшар? Ты где это нашла? Куда ты засунул? Это там и нашла. Так я накопил это, Щуко. Разве известно, что с нами случится завтра? Ну, если тебе надо, то бери и пользуйся. Пусть будет тебе. Это деньги той женщины, Яшар. Девочка, это и так я дал ей их. Но не сказал ничего, чтобы не стыдить Айтен. Это я заботился о них. Я же не оставлю свою дочь голодать. Но эта ведьма Айтен не захотела, чтобы она тратила мои деньги. Я ухожу, Яшар. Делай, что хочешь. Не делай этого. Щуко, мы пропадем. Щуко, не делай этого. О, мы Умоляю, терпение послушай, тоже не есть, уходи. хватит. Нам с Асией придет конец, прошу тебя. Если хотите, то пусть будет вам конец. Я разведусь с тобой, Яшар. Ты услышал меня? Разведусь. Ты не разведешься. То есть ни один судья не разведет с таким любящим мужем, как я. Да, Яшар, да. Пожалей нас, пожалуйста. Пожалуйста. Отойди отсюда, бесстыжий Эй, подлец. Щуко! 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 Эй, хотя бы деньги оставь. Моя мама плакала, пока копила их. Сейчас ты сгорел? Сейчас ты съел свою халву, Яшар? Что это? Я не поняла. Подожди, я посмотрю. Это мне пришло.
Keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim. Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim. Göz göze geldiğimiz o anda sanki dilim tutuldu bir anda, konuşamadım karşında. Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim. Senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim. Tam elini tutmak üzereyken, aşkımı itiraf edecekken, sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünya. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı. Sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı. Sesle sokaklar yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Вы не скажете мне, почему Ясемин вынуждена была выйти за Ферита, не так ли? Тебе не нужно это знать, Эйлюль. Единственное, что нужно знать, это то, что Ферит нехороший человек. Чем быстрее мы раскроем всю его грязь, тем быстрее спасем от него Ясемин. Çabuk kurtarırız. Идем, идем. Хандан, ты теперь будешь спать в своей комнате. Но, мама, Смотри, я сегодня купила новую кровать и постельное белье. Все старое выбросила. Это, конечно, не компенсирует то, что мой ребенок заставил тебя пережить. Но ты хотя бы не будешь спать в гостиной. Мама, да будет доволен тобой Всевышний. Твоя поддержка для меня так ценна. Хорошо, что ты есть. И ты хорошо, что есть, дочка. Хорошо, что ты есть. Дай Аллах, и Ясемин вернется скоро домой. Снова будем все вместе. Я посмотрю, мама. Сестра? Я бросила ей шара, Хандан. Хвала Всевышнему. Наконец, проходи. Идем. Вот бы и ты немного повеселилась. Может, расслабишься уже? Мне и так хорошо, Ферит, спасибо. И они пришли. Ферит, прошу, не создавай проблем. Это не мне, а господину Чинару скажешь. Поздравляю, Ферит. Спасибо, Эйлюля. Теперь ваша очередь. Ты вчера рано ушел со свадьбы. Остался бы, сделали бы фото. Сделаем в следующий раз. Следующего раза не будет, Чинара.
Человек женится раз в жизни. Такое не предугадаешь, Ферит. Я отойду в уборную. А и я хотела, пойдем. Только не задерживайся, я буду скучать. В воздухе такое напряжение. И не говори. Ты в порядке? Совсем не выглядишь как девушка, недавно вышедшая замуж. Скажем, что я пытаюсь быть в порядке. Ты больше не придешь в компанию? Сейчас это сложно. Немного займусь учебой, ты знаешь, я должна выпуститься. Мне ничего не рассказывают. Очевидно, что ты тоже не расскажешь. Но все делают для тебя все возможное, Есимин. Я знаю, в какую ловушку ты попала, но... Все делают все, что в их силах. Знаю это хорошо. Идем сюда. Спасибо. Спасибо. Хорошо, что ты есть, Июль. Я не хочу, чтобы ты больше звонил Есимин. Что это значит? Не пиши Есимин. Не звони Есимин. И там, где меня нет, не подходи к Есимин. Так будет понятно? В чем твоя цель, Ферит? Запереть Есимин от всего общества? Ты еще запри ее дома, чтобы наверняка. Есимин моя жена, Чинар. Тебя не касаются наши с ней взаимоотношения. Держись подальше. Этого хватит. Не нервничай так, Ферит. Ты получил, что хотел. Расслабься уже. Хотя бы пока. Эй, Люль, пойдем уже. Хорошо. У меня есть еще дело на 2 минуты. Подожди на улице, хорошо? Я в жизни не видел такого вредного человека. Он побил рекорд, правда. Я дам тебе кое-что. Включи это. Ферит, ты ведь позвал людей. Я позвал людей, а не его. Ладно. Не буду портить твое настроение. Тогда немного потанцуем. Танцевать ты тоже не хочешь. Раз не танцуем, сделаем хорошую фотографию. Что такое, Ферит? Почему мы сюда пришли? Ты помнишь это место? Да, тут было наше первое свидание. Я написал кое-что на салфетке. Ты помнишь? Но ты не показал, что написал. Теперь можешь прочитать. Надпись «Выйдешь за меня?» Но это была наша первая встреча, Ферит. Люди, которые слышат свое сердце, понимают все с первого взгляда, любимая. Айше Кючу Кафе. Ты выйдешь за меня?
Кто это включил? Кто это включил? Кто вывел это фото? Кто включил? Выключи, придурок! Выключи это! Давай! Есемин, выведи меня отсюда. Хорошо, хорошо, хорошо. Ферит, что случилось? Что такое? Почему ты так вышел из себя? Кто та девушка с фото? Есемин, вызови такси. Вызови такси, уедем отсюда, прошу. Хорошо, хорошо. Хорошо, но ты мне расскажешь, хорошо? Расскажешь, кто девушка из того фото. Есемин, прошу, вызови такси. Хорошо, хорошо. Давай, идем, Ферит. Пойдем. Ты не спросишь, что случилось, Хандан? Не спрошу, сестра. Когда захочешь, когда будешь готова, сама расскажешь. Самое важное, что ты сейчас тут, а не с тем человеком. У тебя и так столько проблем. А теперь еще я на голову свалилась. Что это за слова такие, сестра? Разве может быть такое? Как по мне, ты уже давно должна была его бросить. Разве он тебя достоин? Если бы Айтен не забрала Асю, я бы ведь осталась. Снова бы осталась ради этой девочки. Сестра Айтен бы и так ведь не оставила ему ее. Пусть не оставляет. Пусть. Мы все поможем ей. Вместе вырастим Асю. Воспитаем, конечно, сестра. Только... Вот, мы не заменим ей мать. Это совсем другое. Маму ведь и так никто не может заменить. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.com. Кто та девушка? Моя бывшая девушка. Почему тогда ты так отреагировал? Точно, Чинар вывел это фото на экран. Это точно его рук дело. Где она сейчас, Ферит? Не знаю. Мы не видимся. Ферит, но это ведь не так просто, правда? Где эта девушка? Есемин, я же сказал, что не знаю. Никто не знает. Она пропала без вести 5 лет назад. Как это пропало? Но вот так пропала. Вышла из дома, и больше никто с ней не мог связаться. Поэтому, увидев ее фото, я вышел из себя. Это должна была быть праздничная вечеринка. Я знаю, что это он все испортил. Пытается играть мне на нервах.
Ты делал предложение этой девушке? Ну что? Ничего не хочешь сказать? Ферит, я не могу выйти за тебя. Почему? У тебя есть проблемы. Что у меня есть? Смотри, по-моему, тебе стоит сходить к психиатру, Ферит. Я сумасшедшая, Эйша? Ты это пытаешься сказать? У тебя проблемы с агрессией. Ты очень ревнивый. Придумываешь у себя в голове. Иногда ты делаешь жизнь невыносимой. Ясемин. Я до этого дня делал предложение только одной женщине, и это ты. Потому что есть лишь одна женщина, на которой я хочу жениться. Лишь одна женщина, с которой я хочу провести свою жизнь. И это ты. В моей жизни не было никого, кого бы я любил так сильно, как тебя. Никого. Это связано как-то с тем, что эта девушка пропала. Разве может быть что-то подобное, любимая? Меня просто позвали дать показания. Дело закрылось, прошло много времени. Как я могу быть связан с чем-то подобным? Ну, не знаю. Когда ты так отреагировал, увидев фотографию, на ум всякое приходит. Пожалуйста, пусть не приходит, любимая. Празднование провалилось. Я только из-за этого расстроился. Что ты хочешь взамен на жизнь моих сына и дочери? Смотри, мне надоели и ты, и твоя семья. Я хочу, чтобы отношения между нами закончились. Я избавилась от трости. Как по мне, мы рассчитались. Но с Мехметом мне есть за что рассчитаться. Свобода Ясемина Рюзгара взамен на секрет Мехмета, касаемо его дочери. Я уничтожу видео. Обещаю. Сделаю так, чтобы Ясемин вернулась домой. Обещаю. Твои дети будут рядом с тобой, в безопасности. Решение за тобой. Человек готов сделать все ради своего ребенка, не так ли, Хандан? Если потребуется, солжет, если потребуется, предаст. Лишь бы они были счастливы, были спокойны и в безопасности.
Лишь бы грязь этого мира их не касалась. Человек готов сделать все ради своего ребенка. Садись. Итак, хорошо. Я сказала, садись, Есемин. Отныне ты не можешь работать у Мехмета, потому что Ферит не хочет. Нельзя сказать, что он не прав. Не так ли? А мне не нравится, что вы весь день рядом. Вы лучше скажите это Фериту, а не мне. Я организовала тебе работу, точнее, собеседование по работе. Ариф. Ариф, мой старый друг. Завтра поедешь к нему с Илдырымом. Если потребуется, я поговорю с Феритом. Почему вы делаете это? Я не поняла. Я пытаюсь найти компромисс, Есемин. Как и всегда. Если спросить у Ферита, он возьмет тебя к нам на фирму. Нам придется постоянно видеть лица друг друга. Мы обе не хотели бы этого. Не так ли? Не хотели бы, конечно. Но из-за того, что за каждым вашим действием что-то кроется, не смогла поверить. Честно, с меня хватит, Есемин. Если хочешь, пойдешь завтра на собеседование. Не хочешь, не пойдешь. Решение за тобой. Тебе не угодить, правда. Ты знаешь этого Арифа Илдырым? Знаю. Какой он человек? Адвокат. Спасибо, Илдырым, очень помог. Ты совсем не ухаживаешь за собой, Хандан. Не нужно так запускать себя из-за того, что у тебя умер муж. Займись немного собой. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня встреча с господином Арифом. Прошу, проходите. Господин Ариф скоро придет к вам. Кабинет напротив, в самом конце коридора. Спасибо. Ты приняла решение, Хандан? Мехмет не остановился, когда сбил Джаляля. Даже не засомневался, чтобы спасти свою дочь. Каждая мать, каждый отец в первую очередь думают о своих детях. В этом нет ничего ненормального. Дай мне секрет Мехмета. Спаси своих детей. Все настолько просто. Я не похожа на тебя, Эмиль. Я не подвергну опасности жизнь близких даже ради своей выгоды. Какой ты благородный и чистосердечный человек, Хандан. Я чувствую себя рядом с тобой, как бы сказать, грязной. Ты преподнесла мне огромный урок человечности. Я очень впечатлена.
Но поскольку я знаю, какой ты благородный человек, я подготовила план «Б». Что это за место? Где Есимин? Она сейчас на собеседовании по работе. Но, конечно, никакого собеседования нет. Добро пожаловать. Выпейте что-нибудь. Нет, спасибо. O servis elemanı olarak gördüğün adam da servis elemanı değil. Haliyle. Эмиль, что ты проворачиваешь? Зачем ты показываешь мне это? Помаши в камеру. Жди от меня вестей. Эмиль, смотри, если ты притронешься к моей дочери, если ты сейчас же не дашь информацию, которая мне нужна, человек, которого ты видишь, убьет твою дочь прямо на твоих глазах. Достань свое оружие. У тебя 10 секунд, чтобы принять решение, Хандан. Какой у Мехмета секрет?